Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Диалог на равных. Президент России впервые с высоким визитом посетил Сингапур. Владимир Путин обсудил сотрудничество со страной 22 века. Направлений десятки. Безопасность, инновации, экономика. В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят, среди друзей и вода мед. Восстановление после паводка и финансирование здравоохранения. Айсан Николаев встретился с Дмитрием Медведевым. Глава Якутии и премьер-министр России говорили о помощи федерального центра, в том числе финансовой. Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования финансирование вырастает на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Только благодаря изменению методики. Только благодаря изменению методики. Деньги для общественников. Мирнинские некоммерческие организации выиграли гранты президента России. Средства пойдут на помощь детям с инвалидностью и решение проблемы бездомных животных. Мы не получили ни зарплату, ни рубля там с этих денег, что было собрано. Такого вот вообще нет. Вперед к большим победам. Сборная Якутии готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». До старта осталось 3 месяца. Мы увидели, как готовятся юные атлеты. Участие в «Детях Азии» – это большая ответственность. Мы хотим, конечно, занять призовое место. Ушел из жизни отец Человека-паука. Скончался сценарист и создатель комиксов Стэн Ли. Его влияние на современную поп-культуру, говорят фанаты, было глобальным. Но все знают, что вот в русской литературе был Пушкин. И также все знают, что в американских комиксах был Стэн Ли. Рост напряженности в современном мире ни к чему хорошему не приведет. Мы не должны забывать об уроках, которые нам преподает история. К столетию со дня окончания Первой мировой войны в Париже прошел форум мира. Напомню, в начале 20 века с 1914 по 1918 кровопролитные сражения унесли жизни 20 миллионов человек. 4 империи – российская, австро-венгерская, османская и германская – прекратили существование. Инициатор форума – президент Франции Эммануэль Макрон, среди почетных гостей – Владимир Путин. Президент России почтил память русских солдат и офицеров, возложив цветы к памятнику воинам русского экспедиционного корпуса. Они сражались на территории Франции во время Первой мировой войны. Предполагается, что форум мира станет ежегодным, он должен превратиться в платформу для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех активных участников процесса регулирования. Хотя перед началом форума чуть не разразился скандал. Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть способной защититься. Он высказался о создании независимой европейской армии. Прокомментировал и выход США из ракетного договора с Россией. Основной жертвой этого шага станет Европа и ее безопасность. Оказалось, что Владимиру Путину близка позиция французского коллеги. НАТО проводит масштабные, массивные учения, первые такие большие со времен Холодной войны. Россия, в свою очередь, проводит учения. Насколько необходим этот баланс сил? И как вы относитесь к идее альтернативному альянсу безопасности в Европе? Что касается альтернативных вооруженных сил общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак. Но и до него были эти идеи. В принципе, Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, и самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Я думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией в том числе. Что касается учений, то мы тоже их проводим, эти учения. Правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на Востоке за 1000 километров от границ стран НАТО. Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль. Позже Владимир Путин в вопросах укрепления многополярного мира перешел от слов к делу. Президент России с 3-дневным визитом посетил Сингапур. Наш экономический обозреватель Марьяна Кутукова пошагово о местах, где побывал глава государства, с кем встретился и общие идеи, которые он пытается донести до мирового сообщества.
Для Владимира Путина визит в страну 22 века, так часто называют Сингапур, стал первым в качестве главы государства. Сперва встреча двух президентов – России и Сингапура. После личной встречи без камер Владимир Путин и Халима Якоб поспешили не на обсуждение экономических вопросов, а на церемонию закладки первого камня будущего российского культурного центра в Сингапуре. Здесь появится и первый в стране православный храм. Русских в Сингапуре тысячи. Возведение на сингапурской земле российского культурно-храмового комплекса, безусловно, придаст импульс расширению гуманитарных связей между нашими народами. Рассчитываем, что будущий комплекс станет гостеприимным русским домом для всех, кто интересуется историей и современной жизнью родины Толстого, Чайковского, Гагарина, станет еще одной яркой достопримечательностью этого богатого своим многообразием города. В резиденции Истана прошел торжественный прием, где Путин напомнил о дружбе России и Сингапура. Ровно 50 лет дипломатических отношений. В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят, среди друзей и вода мед. Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сингапур – это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры с госпожой президентом были продуктивными, всесторонними, интересными. Мы обсудили практически весь комплекс двухсторонних отношений. Встретился российский лидер и с премьером Сингапура Ли Сянь Луном. Они подписали целый пакет документов и коммерческих контрактов на $1 миллиард. В списке соглашения об инвестициях в области нефтехимии, ядерной медицины, высоких технологий и поддержки российских инновационных компаний на рынках Юго-Восточной Азии. По инициативе Ли Сянь Луна в Сингапуре состоялся саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН». Центральная тема – развитие экономических отношений. Главное событие форума – подписание меморандума о взаимопонимании между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией. Сингапур интересен России с нескольких точек зрения. Цифровые технологии, ликвидация природных и техногенных катаклизмов, борьба с инфекционными заболеваниями, организация образовательных форумов. Развиваются экономические связи, заметил Путин. В прошлом году товарооборот России и АСЕАН увеличился на 35%. Объем взаимных накопленных инвестиций превышает $25 миллиардов. Сингапур – одна из самых зависимых стран в мире от внешней торговли и важнейший узел в торговле азиатского региона, а также играющий значительную роль и в движении финансовых потоков. Хорошие отношения с властями Сингапура и его экономическими агентами могут помочь лучше интегрироваться в международные отношения стран Азии. Мы активно разворачиваемся на восток уже 4-й год, а успехи этого разворота, несмотря на усилия властей, скромнее, пожалуй, чем у Казахстана. Полагаю, это связано с рядом неверных акцентов в векторе разворота со слишком серьезным обременением предложений об экономическом сотрудничестве политическими задачами. Полагаю, что расширением круга активных партнеров по переговорам о сотрудничестве и снижением градуса политической нагрузки можно было бы ускорить процесс. С саммита на саммит в программе 3-дневного визита Путина и 13-й Восточно-Азиатский саммит. Здесь тема номер 1 – безопасность, от охраны окружающей среды до противодействия терроризму. Участники 18 стран Юго-Восточной Азии – диалоговые партнеры. Кроме России, это Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония и США. Владимир Путин провел двусторонние переговоры с главами Южной Кореи и Индонезии, а также с премьерами Таиланда и Малайзии. О подробностях встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе Владимир Путин рассказал на встрече с журналистами. Страна восходящего солнца готова вернуться к обсуждению вопроса о статусе Курильских островов. Действительно, в ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как вы слышали, я только что об этом сказал, далеко не все ясно. Там, в принципе, только изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова на южной части гряды. Но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет такой серьезной проработки
Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась. Японская сторона не признает ту государственную границу, которая была установлена по итогам Второй мировой войны. Да? Вот в этой связи Россия и Япония должны найти общий язык и подписать мирный договор. Потому что после окончания войны уже прошло 73 года. И это единственная страна в мире, с которой Япония не подписала мирный договор. Пообщался Путин и с вице-премьером США Майклом Пенсом. Стороны обсудили детали встречи президента России с Дональдом Трампом. Она состоится во время саммита Большой Двадцатки в Аргентине. В целом, обсуждение трехдневного визита Путина в Сингапур журналистами вышло далеко за пределы азиатского региона. Курильский вопрос, санкции, Украина и Сирия. Главная же цель поездки президента – донести до партнеров, что Россия готова к постоянному диалогу, но только на равных. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Брать должны не только экономикой и ресурсами, в основе образования. В России продолжается проект 5-100. Из 21 отобранного российского университета не менее 5 должны попасть в сотню лучших вузов 3 авторитетных мировых рейтингов. К цели приближаемся. Сегодня в топ-500 попали 15 отечественных учебных заведений. Об этом президенту России сообщил министр науки и высшего образования страны Михаил Котюков. В стране запустили 650 образовательных программ на иностранном, преимущественно английском языке. Это позволяет бороться за интеллектуальный капитал на мировом рынке. Количество иностранных студентов, обучающихся в России за 6 лет, выросло на 100 тысяч человек. К 2024 году мы должны войти в десятку ведущих стран мира по конкурентоспособности высшего образования. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся, вот о чем расскажем далее. Восстановление после паводка и финансирование здравоохранения. Айсен Николаев встретился с Дмитрием Медведевым. Глава Якутии и премьер-министр России говорили о помощи федерального центра, в том числе финансовой. Деньги для общественников. Мирнинские некоммерческие организации выиграли гранты президента России. Средства пойдут на помощь детям с инвалидностью и решение проблемы бездомных собак. Вперед к большим победам! Сборная Якутии готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». До старта осталось 3 месяца. Мы увидели, как готовятся юные атлеты. Это Якутия день за днем, говорим о главном. Республика восстановилась после сильнейшего за 18 лет наводнения на 98%. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По словам Николаева, деньги из резервного фонда были выделены как никогда быстро. Якутия по распоряжению Медведева получила 587 миллионов рублей, плюс из республиканского бюджета направили 27 миллионов, помогли частные лица и крупные предприятия. Николаев заметил, что, цитата, «благодаря всем этим решениям мы в зиму вошли очень уверенно». Напомню, этой весной из-за паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта. В ходе разговора Медведев и Николаев затронули и сферу здравоохранения. Одну из приоритетных не только в регионе, но и на уровне федерации. Проблем, конечно, было много, связанных и с материально-технической базой здравоохранения, связанных и с тем, что, к сожалению, многие годы здравоохранение республики недофинансировалось из Фонда обязательного медицинского страхования федерального из-за несовершенства методики. И, конечно же, я хотел вам передать тоже огромную благодарность от лица всех медиков, наверное, нашей республики, да не только Якутии, но и 5 северных наших регионов, которые благодаря вашему решению, принятому на госкомиссии в Камчатке, смогут со следующего года уже финансироваться по
всем нормативам. У нас, например, по Якутии в следующем году из Федерального фонда обязательного медицинского страхования финансирование вырастает на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Только конечно, благодаря изменению методики. Только благодаря изменению методики. Так, и именно вот эти средства будут направлены как раз на решение первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением, в том числе на достойную оплату медицинского труда, на решение вопросов по лекарственному обеспечению. Конечно, еще раз говорю, вопросов много, в том числе и по строительству онкологического диспансера, кардиологического диспансера. Но вот самое главное, я считаю, сделано, методика исправлена, и с этим будут положительные изменения. Ну, давайте посмотрим, как будет работать новая версия, потому что методики пишут люди, а людям свойственно ошибаться, как гласит древняя мудрость. Вот, поэтому надо посмотреть, как будет уже новая версия работать. Вопрос денег затронули и в фонде содействия реформированию ЖКХ. Якутия – один из лидеров по аварийному жилью в стране. Хотя это скорее показатель объективности. Мы не занижаем реальные цифры, как некоторые регионы. В 2019-м новый этап федеральной программы переселения. До 2024 года мы должны снести 920 тысяч квадратных метров. Сумасшедшая цифра. На это получим 60 миллиардов рублей. Сарглана Захарова узнала, хватит ли денег и потянем ли ветхий миллион. Анатолий Козырев из Ленска с гордостью показывает новую квартиру. Просторный балкон, высокий потолок, светлые комнаты. Заселились летом прошлого года. Попали в первую волну программы переселения из аварийного жилья. Привыкают к комфорту. Подъезд очень классный. А вы там заходишь, такая красота, все. И объявления, все тут есть. Домофон поставили видеокамеры. В старом доме прожили с супругой Валентиной Ивановной больше 40 лет. Новая квартира находится в центре Ленска. Все рядом, говорят жильцы. Вместе с Козыревыми с начала программы переселения ключи от новых квартир получили тысячи якутян. С 2008 года в регионе ликвидировали 500 000 аварийных квадратных метров. Программа доказала эффективность. Теперь жители оставшегося ветхого жилфонда с нетерпением ждут ее продолжения. Ну вот отсюда вот течет, и когда сильный дождь, и целая лужа образовывается на полу. Единственная надежда на программу осталась у жителей деревянной двухэтажки на Шавкунова, 74 в самом центре Якутска. Не квартира, а швейцарский сыр. Дыры в полах, на стенах и потолке. Люди видят, как их дом рушится. Главное не остаться погребенными под завалами. В любую минуту здание может сложиться, как карточный домик. Потолок поддерживает, чтобы не упал. Надежда Сураева живет на 2-м этаже. Железная труба – единственное, что не дает упасть угрожающе нависшему над головой потолку. Без надобности по квартире старается не ходить. Боится провалиться к соседям на 1-й этаж. По кухне только по краям. В центре комнаты под ковром спрятана яма. В других квартирах не лучше. Плесень, грибок в каждом углу. В этом году обвалилась стена в квартире Юлии Назиной. Кирпичная стенка, которая раньше была печью. Мы обращались везде ходили, нам сказали, но у вас нет полов, мы даже подпорки вам не можем поставить. Делать ремонт даже временный не берутся ни рабочие, ни сами жильцы. Любое вмешательство – обрушение. Анастасия Винокурова 45 лет проработала в сфере образования. Жилье получила, когда переехала в Якутск из Среднеколымска, еще в советские годы. Женщина рано потеряла мужа и одна поднимала 4 детей. Нелегкая жизнь наложила отпечаток. 7 лет назад диагностировали рак. Перенесла операцию. Теперь инвалиду 1-й группы приходится доживать век в нечеловеческих условиях. Придерживаюсь, как-нибудь подольше жить хочу. Но не знаю, в новой квартире буду жить или нет, не знаю. Дети зовут пожить к себе, но женщина отказывается, не хочет стеснять. Да и на кого оставить квартиру, говорит Анастасия. Из дома практически не выходит. Обивать пороги чиновников жильцы устали. Еще лет 5 назад, по словам жильцов, в доме можно было жить. Стоял более или менее крепко. Начал приходить в плачевное состояние после того, как территорию вокруг начали застраивать. Старую деревянную двухэтажку от солнечного света скрыл полностью 16-этажный исполин. Теперь единственный лучик света в этом темном царстве – программа переселения. Вторая волна переселения начнется уже в следующем году. Республика в лидерах по объему аварийного жилья. После января 2012 года в реестр попали уже больше 4000 домов. Уже заявка, которая сейчас передана, она
рассчитан на 900 тысяч квадратных метров. Это самая большая заявка из всех субъектов Российской Федерации. Большие объемы, большие затраты. Якутия тесно работает с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Еще осенью речь шла о 25 миллиардах, которые Минстрой России планировал выделить региону на реализацию программы. Несмотря на то, что эта сумма уже тогда была самой крупной по стране, она не смогла бы покрыть даже половины необходимых денег на расселение. Однако сейчас финансирование из госбюджета увеличили в 2 раза. Мы получаем 60 с лишним миллиардов рублей из федерального бюджета. Это практически 14% всех средств, которые выделены по Российской Федерации на решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. 920 тысяч квадратных метров жилья не константа. Цифра однозначно увеличится. За 6 лет в Якутии планируют охватить все аварийные дома, поставленные в реестр с января 2012 года по январь 2017. С учетом уточнения периода ограничения у нас данный объем растет, и мы сейчас переменно выходим на объем более 1 миллиона и 100 тысяч квадратных метров. В заветный список попал и дом на Шавкунова, 74. Его признали аварийным в 2016 году. Жители верят, расселят в ближайшее время, как особо нуждающихся. Безусловно, программа переселения изменила жизни россиян. В Якутии 32 тысячи примеров. По всей стране их больше 1 миллиона. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. Якутия день за днем. Новые в Якутии будут не только дома, но и самолеты. Регион станет стартовой площадкой для полетов нового Ил-114-300. Он должен заменить Ан-24, который используют республиканские авиакомпании. Ил-114 предназначен для малооборудованных аэропортов, способен приземляться на грунт. 3 вида комплектации, 68 мест, 60 и 52. Сертификацию воздушного судна завершат до конца 2022 года. Самолеты, скорее всего, будут принимать обновленные, а где-то и совсем новые аэровокзалы Якутии. Документация на реконструкцию 15 аэропортов уже готова, сообщает в Росавиации. Положительное заключение государственной экспертизы получил в том числе проект будущего аэропорта Нерюнгри. Только перед началом стройки нужно снести аварийные здания, построенные и брошенные еще в прошлом веке. Аэровокзал, гостиница, ресторан – каждый из объектов уже не подлежит восстановлению, рассказывает Александра Цыбикова. Первая грунтовая взлетно-посадочная полоса появилась в 1962 году во время проведения крупномасштабных работ по поиску полезных ископаемых и строительства города Нерюнгри Южно-Якутского территориального угольного комплекса. В 1986 году был введен в эксплуатацию пусковой комплекс аэропорта, и с тех пор Чульман непрерывно работал. Сейчас аэропорт работает без срывов. Небольшое здание не сказывается на эффективности. Для пассажиров бесплатная парковка, банкомат, справочная буфет, комната матери ребенка и служба упаковки багажа. Срок годности подходит у взлетно-посадочной полосы. Ее построили 20 лет назад. А также на территории аэропорта 3 аварийных долгостроя. Аэровокзал, столовая, гостиница из-за кризиса в 90-х оказались недостроенными. 5 лет назад их и вовсе признали неподлежащими восстановлению. Здание находится на балансе администрации Нерюнгринского района. В конце августа этого года был заключен договор с подрядчиком на демонтаж аэровокзала. В настоящее время демонтирован средний блок. Окончание работ летом следующего года. Реконструкция, конечно, нужна, по крайней мере, перемены в нашем аэропорту. Поэтому я только положительно к нему отношусь. Обязательно нужно снести здание для того, чтобы построить что-то новое, большое. Главгосэкспертиза России рассмотрела проект реконструкции аэропорта города Нерюнгри Чульман. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов. Для того, чтобы вопрос реконструкции аэропорта ускорить, весной 2018 года компания «Колмар» выделила 25 миллионов рублей на завершение работ по созданию проекта. Надо и наших сотрудников возить, и наших детей сотрудников. Поэтому мы взяли на себя эти работы. И вот в итоге сегодня проект на руках у аэропортов Севера. И надеюсь, что они оперативно построят нам аэропорт. Комплекс зданий позволит аэропорту выдерживать нестандартные ситуации. Проект по реконструкции подразумевает строительство нового терминала, аэровокзала и других необходимых объектов. Расходный склад ГСМ новый, аварийная станция спасателей, ограждение летного поля. Это реконструкция полностью аэродромных покрытий. Это полоса. Я надеюсь, что 4 года достаточный срок для реализации этого проекта.
Кроме того, будут реконструированы системы электроснабжения и светосигнального оборудования аэродрома, водосточная дренажная сеть, ограждение и 12 километров патрульной дороги. Аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, Красноярском, Иркутском, Новосибирском и Москвой. Является запасным на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. Поэтому многих нюрнбергенцев интересует, как отразится реконструкция на перелетах. Рассматривается несколько вариантов, но пока за рабочий принято, что первый год, 2019 год, полеты без ограничений. Второй год, возможно, ограничения по первому классу. Третий год просматриваются полеты 3-4 класса. Первый класс – это Боинги, возможно, будет полеты, но с ограничением. Реализация данного проекта начнется в 2019 году. Александра Цыбикова, Ял Амосов, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Деньги для общественников. Мирнинские некоммерческие организации выиграли гранты президента России. Средства пойдут на помощь детям с инвалидностью и решение проблемы бездомных животных. Вперед к большим победам! Сборная Якутии готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». До старта осталось 3 месяца. Мы увидели, как готовятся юные атлеты. Ушел из жизни отец Человека-паука. Скончался сценарист и создатель комиксов Стэн Ли. Его влияние на современную поп-культуру, говорят фанаты, было глобальным. В эфире «Якутия. День за днем». Рассказываем о главных событиях. 60 стран отправили заявки для участия в мировом чемпионате WorldSkills. 1500 представителей рабочих специальностей приедут в середине августа в российскую Казань. Будут бороться за золотые медали. Наша страна выбрана не случайно. Рабочие профессии по-прежнему входят в 5 самых престижных в России. Данные опросов ранее опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Важно, конечно же, не только обучение или участие в соревнованиях по профмастерству. Золотая медаль – это вклад в дальнейшее трудоустройство. В промышленных предприятиях в Якутии, кстати, в профессиональных кадрах нуждаются. Анастасия Кобызева в этом убедилась. 3000 якутян. Столько в этом году планировали трудоустроить по проекту «Местные кадры в промышленность». Участвуют 20 крупных промышленных предприятий. План удалось перевыполнить за 9 месяцев. На данный момент трудоустроено 3755 человек, 1535 молодых специалистов, 1517 работают вахтовым методом, 910 человек – жители сельской местности. На обучение направлены 728 безработных граждан. Угледобывающая компания «Колмар», которая базируется в Нюрнбергенском районе, взяла на постоянную работу 93 человека из районов республики. Еще 30 проходят стажировку на производственных объектах. Задача предприятия – трудоустроить как можно больше местных жителей. При необходимости обучить, переобучить или повысить квалификацию. У меня на участке за месяц устроилось 4 человека, молодых специалистов, ребят, которые, в принципе, довольно-таки заинтересованы в этой работе, заинтересованы в самой программе, так как здесь у нас, получается, обучение происходит, людям выделяются общежития, привлекаются работы, то есть местные специалисты приходят, это уже радостно. Никита Захаров пришел в угледобывающую промышленность месяц назад, работает машинистом конвейера. 2 недели учился и практика здесь. Коллектив нравится, да? Все устраивает. Ждут работников и в Мирнинском районе. На Верхнемунском месторождении компании «Алроса» нужны все, от взрывников до поваров. Анна Алексеева устроилась уборщицей промышленных и жилых помещений. До этого работала в Оленьке почтальоном. О переезде не жалеет. Во-первых, стабильная зарплата, а во-вторых, полный соцпакет. И комфортные условия. В таких условиях работать просто хорошо. Заработная плата на этой работе выше, чем заработная плата в Оленьке в 5-6 раз.
Всего же новое верхнемунское месторождение даст 800 рабочих мест. Приоритет местному населению. На реализацию проекта «Местные кадры в промышленности» из бюджета Якутии выделено 103 миллиона рублей. К концу следующего года в крупные компании республики должны трудоустроить не менее 10 тысяч якутян. Анастасия Кобызева, Екатерина Павлова, Ирина Балкова. Якутия. День за днем. Больше рабочих мест, больше жителей. Больше жителей, выше нагрузка на социальные учреждения, например, на детские сады. Жители Ленска в ожидании перемен. 2 детсада, которые относятся к компании «Алроса», «Белочка» и «Золотой ключик», в ближайшее время передадут в муниципальную собственность. Кого коснутся изменения? Только педагогов или воспитанников и родителей, знает наш корреспондент Анна Кожевникова. В связи с грядущими переменами в подведомственных детских садах акционерной компании «Алроса», «Белочка» и «Золотой ключик» в городе родилось несколько слухов, которые мы постарались рассеять. Слух номер 1. Бассейн в детском саду «Белочка» станет платным. И наш муниципалитет, и акционерная компания решили все-таки этот бассейн сохранить, и оно будет работать в той же системе, как и работал прежде. То есть он не будет платный, он будет входить в программу полностью обеспечения развития ребенка дошкольного возраста. Слух номер 2. Уходят сплоченные профессиональные коллективы детских садов из-за снижения заработной платы после перехода в муниципалитет. В этой области есть проблемы. Заработная плата у большинства педагогического состава понизится. Но этот вопрос пытаются решить на уровне главы района. И сейчас наша задача сделать так, чтобы заработная плата в каком-то направлении была выше. Для этого мы предлагаем прохождение аттестации. То есть если у педагога первая категория аттестации, и предлагаем, если есть все основания, перевести на высшую. Кроме того, наградная комиссия будет рассматривать стажистов. Одной из главных таких задач, я думаю, которые все-таки будут решаться, состоит в том, что глава муниципального образования сделал предложение о муниципальной доплате педагогам в муниципальных детских садах, и мы надеемся, что на сессии все-таки депутатов решит этот вопрос положительно. Родителей же тревожил вопрос об оплате за детский сад при переходе в ведение района. Ведь родительская плата в муниципальных детских садах ниже в 2 раза. Это такой неизбежный процесс. А бонусом, конечно, очень таким положительным для нас, для родителей, это будет уменьшение платы ежемесячной. Но самое главное, чтобы коллектив оставался такой же дружный и сильный в профессиональном смысле этого слова. Большая часть педагогического состава работает с основания этих детских садов. И они бы, конечно, не хотели менять место работы. Работаю 30 лет уже в этом коллективе, в этом здании с открытия детского сада. Нравится, конечно, мне очень моя профессия. И все мы люди работаем за зарплату. Мы не расстроены, конечно, тем, что мы меняем работодателя. Мы-то работаем и делаем свою работу, и качественно делаем, выполняем ее. У нас у всех семьи, дети, студенты, внуки. Заведующие «Белочки» и «Золотого ключика» со своей стороны проводят беседы с коллективами и подготовительные этапы к передаче детских садов. Конечно, обстановка, как сказать, наверное, маленько тревожная, потому что люди теряют очень в зарплате. Особенно воспитатели. А самая главная наша задача сейчас дети. Мы на это не отвлекаемся много. И коллектив как работал творческий коллектив «Белочка», «Ключик», так они работают творчески. Делегация депутатов районного совета побывала в детских садах и провела осмотр. Были обнародованы несколько позиций, которые нужно выполнить для передачи в муниципалитет. Это замена окон, замена системы вентиляции, замена освещения и также улучшение дворовых площадок. Эти 4 позиции, которые Ленский район поставил задачей перед компанией. Общие затраты на содержание 2 детских садов составляют около 93 миллионов рублей в год. Из них 40,5 республиканские, 52,5 муниципального образования Ленский район, половину которых, как стало известно, на сессии районного совета депутатов 4-го созыва покроет компания «Алроса». Главная задача дошкольных общеобразовательных учреждений – обеспечение воспитательного и учебного процесса. Ленские детские сады «Белочка» и «Золотой ключик» на протяжении многих десятков лет с этим успешно справлялись. И сейчас в условиях реорганизации их учреждения продолжают качественно выполнять свою работу. Сады функционируют в привычном режиме. Дети довольны, родители спокойны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Расширение промышленных районов – это и поле для общественников. Благотворительные фонды, секции для молодежи, НКО, которые создают условия для детей с инвалидностью, спортивные клубы. Они появляются, когда есть запрос от жителей. И, конечно же, активистам нужна поддержка. Мирнинские НКО выиграли гранты фонда президента России. Марфирина Алексеева увидела эти организации и узнала, какие проекты обеспечили федеральную помощь. В этом году некоммерческие организации Мирнинского района впервые приняли участие в конкурсе самого крупного российского грантодателя Фонда президентских грантов. Участие приняли 7 организаций, грант получили 3. Это конно-спортивный клуб «Аирт», Айхальский приют для бездомных животных «Верный друг» и один из самых первых благотворительных организаций города Мирного – фонд «Выбор» с проектом «Равные возможности». В сентябре этого года на базе детского сада номер 8 начались занятия. Для этого был организован специализированный кабинет. На данный момент это единственный в районе приспособленный детский сад для занятия с особенными детьми. Сначала проводили разные мероприятия. И вышли на то, что просто проводить мероприятия без финансовой поддержки очень тяжело. И тогда стали писать проекты. Думали, искали разные варианты. В конечном итоге нашли вариант, что на базе детского сада можно открыть такое помещение. Хотя бы для детей пока дошкольного возраста. И сейчас на базе нашего детского сада проходят реабилитационные мероприятия. С помощью организации за прошлый год была реализована помощь 5 семьям. Собраны средства на выезд и лечение в центральные города России, а также на приобретение дорогостоящего оборудования. Работа у нас, она неоплачиваемая. Мы не получили ни зарплату, ни рубля там с этих денег, что было собрано. Такого вот вообще нету. Я, если честно, тоже воспитываю ребенка-инвалида. У меня у самой старшая девочка инвалид. Когда я ее поднимала, растила, это были 90-е годы, этого ничего не было. И я думала, что я одна на весь город. Из-за дефицита узких специалистов в Мирнинском районе не уделяется должного внимания вопросам лечения расстройств аутического спектра. Поэтому семьям с особенными детьми требуется как минимум 2 раза в год выезжать на реабилитацию в другие города, что очень дорого. Проект «Равные возможности» направлен на решение именно этой проблемы. Мы ездим довольно часто, мы приезжаем. Бывает такое, что мы не находимся дома и месяц, и едем уже в другое место. Бывает такое, что ребенок адаптируется. У ребенка на фоне занятий у него появляется результат. Вот, естественно, мамы этому радуются. Да? А потом, когда мы прилетаем обратно, у ребенка, к сожалению, бывает регресс. На это очень тяжело смотреть. Специалисты приедут сюда, будет больше результат, так как будет меньше для ребенка стресса. За последние годы заметно возросло количество семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Фонд поставил перед собой задачу решить проблему отсутствия реабилитации в городе, обучив родителей и педагогов компетенциям инклюзивного образования. Закончила курсы АВА в Москве, получила диплом. С 1 ноября вышла в садик. Пришло вот такое желание, чтобы эти дети были такие же, как и мы. Но это надо обучение, чтобы и знать, как правильно, чтобы еще не навредить ребенку. Месяц назад была набрана группа родителей и педагогов. На данный момент они проходят онлайн-курс. А в январе 2019-го за средства гранта запланирована встреча родителей с опытным специалистом из Барнаула. Марфирина Алексеева, Кирилл Шолохов, Якутия день за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Вперед к большим победам! Сборная Якутии готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». До старта осталось 3 месяца, и Южно-Сахалинск уже готов принять команды со всего мира. Мы увидели, как тренируются юные атлеты. Ушел из жизни отец Человека-паука, Халка, фантастической четверки, Железного человека и еще десятка супергероев. Скончался сценарист и создатель комиксов Стэн Ли. Ему было 95 лет. Влияние Стэна Ли на современную поп-культуру, говорят фанаты, было глобальным.
Вы смотрите «Якутия» день за днем, подводим итоги недели. Наши кинематографисты замахнулись на жанр спортивной драмы. В Якутске начали съемки фильма «Джулур. Масс-рестлинг». Сценарий прошел конкурсный отбор Министерства культуры России и получил федеральное финансирование. Фильм будет рассказывать о молодом парне Джулуре. С якутского имя переводится как «стремление». Герой стремится к успеху, и в этом ему помогает национальный вид спорта масс-рестлинг. Первые кадры из поселка Тулагина. В качестве съемочных площадок еще выбраны спорткомплекс «Мадун» и окрестности Якутска. В создании ленты участвуют ведущие якутские актеры Владимир Михалев и Гаврил Минкяров, а роль отца спортсмена сыграет известный российский артист Владимир Епифанцев. Премьера якутской спортивной драмы запланирована на начало 2020 года. Авторы надеются, «Джулур» выстрелит в российском прокате, тем более в Олимпийский год. Спортивные функционеры и фанаты перетягивания палки ждут, когда масс-рестлинг попадет в программу Олимпийских игр. Возможно, кинолента повернет федеральных чиновников в нужном нам направлении. Но до премьеры, как уже было сказано, еще 2 года. Стучатся в дверь уже первые зимние спортивные игры «Дети Азии». Старт в феврале следующего года в Южно-Сахалинске. Участие подтвердили 25 команд. Соревнования пройдут по 8 видам спорта. Кристина Якупова о подготовке сборной Якутии. Во время летних игр «Дети Азии» спорткомплекс «Лейботур» в Якутске стал главной соревновательной площадкой для гимнастов, легкоатлетов, дзюдоистов и тайквондистов. Сегодня Ледовый дворец в преддверии первых зимних «Дети Азии» стал тренировочной базой. К стартам готовятся хоккеисты, фигуристы, шорт-трекисты. Хоккеисты бьются за место в сборной. В нее попадут лишь 22 сильнейших игрока со всей Якутии. Возраст 13-14 лет. Константин Есаулов уже застолбил место в сборной. Для юного вратаря предстоящие зимние игры «Дети Азии» станут самым серьезным стартом в карьере. Я пошел с 5 лет на хоккей. Сегодня игровая, то есть, а завтра у нас вратарская с вратарями. Мы будем тренироваться в зале, там бегать, прыгать. 7 дней в неделю тренируются и нерюнгринские хоккеисты. После того, как мы узнали, что мы едем на «Дети Азии», у нас больше появилось командного духа, сплочения. Участие в «Детях Азии» – это большая ответственность. Мы хотим, конечно, занять призовое место. Окончательный состав сборной Якутии к играм «Дети Азии» сформируют в январе следующего года. Чем ближе соревнования, тем больше занятий у фигуристов. Каждый день ребята проводят на тренировках минимум 2 часа. Эва занимается фигурным катанием 10 лет. Впервые вышла на лед в 3 года. Мы занимаемся каждый день, утром, вечером и ночью. Мы выкатываем свои программы. Бывают тренировки, на которых просто физически невозможно катать программу, потому что наш лед переполнен народом. Катя – ровесница Эвы, но пришла в спорт позже, в 7 лет. Тренировки на 1-м месте. Иногда, признается девочка, приходится прогуливать уроки. Утром 2 тренировки. И, например, сейчас у меня будет 4 тренировки подряд. Я, бывает, пропускаю последние уроки или с конца последнего урока ухожу. То есть иногда так получается. Ярослава занимается шорт-треком 2 года. Уже получила первый взрослый разряд. В сборную попала сразу. Одна из лучших. Ярослава уверена, на «Детях Азии» команда выиграет медали. Мы должны показать хороший результат. Сейчас мы тоже хорошие результаты покажем, но я думаю, что когда мы поедем на «Дети Азии», мы еще больше результаты покажем лучше, потому что мы на тренировках усердно стараемся. Секция шорт-трека в Якутске открылась в 2014 году после громкой победы Виктора Анна на Олимпиаде в Сочи. Якутские шорт-трекисты стремятся повторить триумф кумира. Готовим 10 спортсменов, 5 мальчиков, 5 девочек. Часть из нашего города, с города Якутска, а часть из Мирнинского. Шорт-трекисты тренируются 5 раз в неделю. Перед играми «Дети Азии» якутяне выступят на чемпионате Дальнего Востока и первенстве России. У сноубордистов, биатлонистов и лыжников Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва в Алдане режим напряженный. Все свободное время посвящают тренировкам. От нашей республики поедет 10 человек на первые соревнования. Это всероссийские соревнования в городе Новосибирске, которые состоятся в конце ноября.
Потом из Новосибирска переедут в Екатеринбург, и уже по данным соревнованиям отберется окончательный состав сборной команды республики. Лыжные гонки и биатлон у алданских тренеров опасений не вызывает. Чего не скажешь о горных лыжах и сноуборде. В лыжных гонках и биатлоне мы надеемся на медали, а вот если сноуборд и горные лыжи для нас это в новинку, скажем так, получается новые виды спорта. Сахалинская область, которая примет зимние Дети Азии, уже на финишной прямой. 6 спортивных объектов готовы принять спортсменов. На сегодняшний день готовность у нас 85%, с учетом того, что осталось в большей степени у нас такие вот организационные моменты в части прибытия спортсменов, внутри городская логистика, распределение по местам размещения. Южно-Сахалинск не только готов проводить международные соревнования, но и стать тренировочной базой для стран, где нет снега. 21 декабря огонь игр «Дети Азии» зажгут на родине соревнований в Якутии. В Южно-Сахалинск его доставят в канун Нового года, 31 декабря. Кристина Якупова, Якутия. День за днем. Главный фантазер Голливуда Стэн Ли скончался на 96-м году жизни. Человек-паук, Тор, Фантастическая четверка, Железный человек, Халк – это верхушка айсберга под названием вселенная комиксов Marvel. Рождением они обязаны Стэну Ли. Когда Marvel выросла до киновселенной, каждый год супергеройские блокбастеры бьют кассовые рекорды, Ли стал ее символом. Он знал и верил, персонажи комиксов каждому дают почувствовать себя героем. Юрий Осипов о жизни и карьере Стэна Ли. Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, родился в 1922 году. Уже при жизни, благодаря творчеству, стал легендой. С подачи Стэна Ли на свет появились Человек-паук, Халк и еще десятки супергероев. Персонажи, созданные Стэном Ли, давно приобрели статус культовых. Культ добрался и до Якутска. Микрорайон Сайсары. Здесь красуется фигура одного из детищ Стэна Ли – Железный человек. Двухметровый герой максимально детализирован. Вечером он светится, как и оригинальный костюм из комиксов и голливудских фильмов. Именно персонажей комиксов Стэна Ли выбирают для косплея участники ежегодного фестиваля популярной культуры Geekfest, который проходит в Якутске. 12 ноября фанаты впали в ступор. Стэн Ли скончался на 96-м году жизни. Свое творчество он подарил миллиардам поклонников и последователей. Для Николая Таркова Стэн Ли – это пример для подражания. Мастер. 8 лет якутянин профессионально создает комиксы. В увлекательный мир молодой человек попал благодаря Стэну Ли. Но можно сказать, что это была так прям-таки любовь, так с первого взгляда. Так первое, то, что я заметил, то, что на титульном так листе огромными буквами было написано «Стэн Ли», так, но представляет. Я думаю, то, что для многих людей по всему миру это означало, то, что их ждет так удивительный мир этих приключений. По словам Николая, он позаимствовал визитную карточку мэтра. Персонажей, максимально близких людям с человеческими проблемами и недостатками. Уход кумира из жизни – сильнейший удар. В день смерти Стэна Ли якутянин нарисовал портрет автора комиксов. Собственно, на рисунке он так сказал свой лозунг, так «Эксельсиор», так что означает «все выше». Он таким образом вдохновлял всех авторов комиксов. Фанаты сравнивают Стэна Ли с бессмертными классиками русской и мировой литературы. Это один из тех людей, которых через 100, через 200 лет будут вспоминать, как Гомера, как Данте Алигьери. Но все знают, что в русской литературе был Пушкин. И также все знают, что в американских комиксах был Стэн Ли. Стэн Ли работал в комикс-индустрии с 1939 года. Тогда ему было 16 лет. Он придумал сотни персонажей, но настоящая популярность к нему пришла в начале 60-х, после выпуска «Фантастической четверки» и «Человека-паука». Его творчество давно вышло за рамки печатных комиксов. Творения Стэна Ли перекочевали на киноэкраны. Сначала мультфильмы, а затем многомиллионные блокбастеры, которые сегодня стали частью поп-культуры. Помимо написания комиксов, отец многих супергероев не только участвовал в процессе создания кино, часто сам снимался. Уже легендарными стали его эпизодические роли в супергеройских фильмах. Знаете,
И один человек, пожалуй, может многое изменить. Кратко и ясно. Смерть отца супергероев стала для многих актеров потрясением. Знаменитости, с которыми он работал, засыпали социальные сети фотографиями со Стэном Ли. В ночь его смерти люди начали оставлять цветы и записки возле звезды Стэна Ли на Аллее Славы в Лос-Анджелесе. Стэн Ли был включен в зал славы премии Уилла Айснера, удостоен национальной медали США в области искусств, получил премию «Сатурн» за достижения в сфере комиксов. Это лишь малая часть наград. Несмотря на известность, Стэн Ли, как и многие персонажи, придуманные им, оставался простым и дружелюбным человеком, чем и привлекал к себе людей. Я просто придумывал истории, как и все сценаристы, с которыми мы работали, и мог только надеяться, что кто-нибудь купит мои комиксы, чтобы мы могли продолжать трудиться, платить за жилье и не быть вышвырнутыми на улицу. Невозможно отрицать вклад Стэна Ли в мировую культуру. Его рука навсегда изменила отношение к комиксам не только среди читателей, но и авторов. Стэн Ли пытался донести идею, что главное не маска, а личность, которая скрывается за ней, и каждый человек способен на подвиг. World may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior! Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.